Айгуль Куанышевна Ташенова – одна из самых опытных судей не только в Атырауской области, но и в республике. Безусловный профессионал с 25-летним стажем работы сегодня работает председателем специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области. Хотя сама она основным мерилом в своей работе считает не годы стажа, а количество процессов и принятые по ним решения, взвешенные и справедливые. В начале 90-х годов, когда в стране царил хаос, был разгул преступности, экономика трещала по швам, я тогда, будучи молодым адвокатом, постоянно сталкивалась с несправедливостью этой системы. И поэтому я как адвокат всегда старалась защитить права граждан, которые обращались за помощью. Но в этом же году, в 1992 году, когда мне предложили стать судьей, а в это время была острая нехватка судейских кадров, я согласилась. Почему? Потому что для меня это как раз была дана возможность, чтобы проявить себя и повлиять положительно на восстановление справедливости. Потому что я всегда в душе была одержима чувством справедливости. У меня даже эти задатки со школьных лет сохранились. Если я видела какие-то несправедливости, не знаю, всегда я вмешивалась. И по сегодняшний день я не жалею, что я стала судьей. Конечно, работа очень нелегкая. А начиналось все в далеких 80-х. Тогда выпускница средней школы Айгуль решила поступать на юридический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. Решила вопреки желанию матери, которая видела дочь успешным музыкантом. Решила, не боясь бешеного конкурса в 25 кандидатов на одно место. Но я маме сказала: мама, дай мне один шанс применить свои силы к тому, чтобы я поступила на этот факультет. Если я не поступлю, то я пойду туда, куда ты скажешь. И мне повезло, с первого раза я поступила, достигла того, чего я сама хотела. Именно я хотела на юридический факультет. После университета адвокатская практика. Все это совпало с развалом Советского Союза и независимостью молодой страны. В 1992 году молодого адвоката Айгуль Ташенову пригласили поработать в суд. В то время в судебной системе ощущалась острая нехватка кадров. Она согласилась. В 1992 году я начала свою судейскую карьеру в Балашихинском районном суде. И что я хочу сказать про это время? Это было очень тяжелое время. Нехватка, вот можно сказать, нехватка материалов, вообще материальное положение было очень тяжелое в судебной системе. Мы сами печатали, я не совру, мои коллеги не дадут соврать, днем и ночью мы печатали сами на печатной машинке приговоры, решения в нескольких экземплярах. У нас руки от печатания были прям черными. Если где-то мы ошибку допускали, нам приходилось опять это все перепечатывать. Сегодня, по словам Айгуль Куанышевны, условия для работы совсем другие. Современные технологии, компьютерные системы и базы данных с практически любой последней правовой информацией. Судебные процессы проводятся как в офлайн, так и в онлайн режиме. Айгуль Ташенова на своем опыте пережила не одну реформу судебной системы. На ее глазах строилась не только система, но и вся страна. Она первой из рядовых судей была назначена членом Высшего судебного совета Республики Казахстан личным указом первого президента. Это было время очень интересное. Столько людей нашего возраста переехало туда. Тогда эти люди считались среднего возраста. И сегодня я так горда, что Астана у нас сегодня является такой красивой столицей. И что мы тоже когда-то внесли свою лепту, частичку, да, в становление нашей столицы. В обычной жизни Айгуль Куанышевна любящая и заботливая бабушка и мама. Две дочери живут далеко от мамы, но расстояние сглаживается удобством современной связи. Своим самым большим достижением считает семейные ценности, доставшиеся от родителей, которые ей, в свою очередь, удалось привить своим дочерям. В моей семье нравственные ценности на первом месте, поэтому я, работая председателем специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, всегда сторонам говорю
о том, что семья – это самое чистое и самое главное для каждого человека. Ведь к нам обращаются уже молодые пары, которые развелись и имеют несовершеннолетних детей. И когда они ставят вопрос об определении места жительства детей, либо о порядке общения с ними, мне очень тяжело видеть и больно смотреть на этих маленьких детей. Поэтому я всегда сторонам говорю, что надо уметь хранить, беречь свою семью, потому что семья – это действительно это та маленькая ячейка, в котором доверяют все друг другу. Все основывается на доверии и взаимопонимании. Айгуль Ташенова дважды избиралась председателем филиала Союза судей по Атырауской области. Работала председателем апелляционной коллегии по уголовным делам и председателем кассационной коллегии Атырауского областного суда. Айгуль Куанышевна, кроме основной судейской работы, также активно занимается общественной жизнью. Она входит в комиссию по делам женщин и семейно-демографической политики при акиме Атырауской области. О таких людях, как Айгуль Ташенова, можно рассказывать много и интересно. Трудовой путь таких людей смело можно выставлять как руководство для молодых специалистов. Путь, в котором главные места отданы таким понятиям, как честность, справедливость и беспристрастность. Сегодня после работы она старается отвлечься и поговорить с древней рекой, отдав ей все проблемы и стресс. Но так или иначе, все разговоры все равно приводят снова к работе, потому что это уже неотъемлемая часть их жизни. А раз так, то и работать необходимо соответственно. Тем же, кто собирается выбрать или уже выбрал и трудится в судебной системе, наша героиня советует набраться терпения и твердой воли. Ну и, конечно же, любви к своей профессии, потому как без всех этих факторов здесь нельзя. Ведь люди обращаются в суд за защитой своих прав, в надежде, что справедливость восторжествует. Главная же задача судьи – разобраться в проблеме, взвесить все за и против и вынести справедливый вердикт.